Что произошло на полигоне в Белгороде и как там оказались таджикские мигранты, не имеющие гражданства России? Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всего самого актуального. Стрельбу по мобилизованным на полигоне в Белгородской области открыли граждане Таджикистана, заключившие в Москве контракты с Минобороны России, сообщает РБК со ссылкой на Следственный комитет. Стрельбу на военном полигоне в Белгородской области, где вечером 15 октября погибли 11 человек, открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения. Аминзон Таджидин и Мехроб Рахмонов, мобилизованные военкоматом Чертановского района Москвы, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету, и источник, знакомый с ходом расследования. На сайте Следственного комитета этой информации нет. По данным источников РБК, военную часть, которая расположена в селе Салати Валуйского города округа Аминзот и Рахмонов, прибыли 11 октября. Спустя 4 дня, 15 октября, по данным ТАСС, Минобороны сообщила, что двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу во время занятий по огневой подготовке с добровольцами на полигоне Западного военного округа. 11 человек погибли, еще 15 пострадали. Нападавших убили ответным огнем. На сайте Минобороны этой информации нет. О Мехробе Рахмонове нет информации. Ранее говорилось о якобы 3 нападавших. Третий, как сообщили некоторые телеграм-каналы, сбежал. Но официально это не подтверждается, и СМИ об этом тоже не сообщают. Следственный комитет открыл уголовное дело по факту преступных действий в Белгородской области, сообщало ведомство без уточнения конкретной статьи. А по данным «Коммерсанта», дело возбудили по статье об убийстве, но к ней могут добавить и статью 205 «Теракт». Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, что на самом деле произошло? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как отреагировал Таджикистан? Да пока никак. В посольстве Таджикистана в России после 2 суток молчания сообщили, что у них нет информации по этому делу. Как только что-то будет известно, мы сообщим вам, сказали в диппредставительстве. Служба новостей Центральная Азия со ссылкой на радио Азатлык сообщила, что в Душанбе тоже расследуют причастность таджикистанцев к стрельбе на полигоне. Якобы Азатлыку это подтвердили в Министерстве внутренних дел Таджикистана, а на самом деле в сообщении Азатлыка говорится о Министерстве иностранных дел. В любом случае, на данный момент ни МВД, ни МИД страны не располагают данными о произошедшем ЧП или теракте. Так, по данным российских СМИ, в том числе ТАСС, это происшествие назвало Минобороны Российской Федерации. В МИД страны Азия Плюс лишь сообщили, что дали поручение посольству проверить все имеющуюся информацию в российском медийном пространстве. Между тем, Валентина Чупик, российская правозащитница, занимающаяся защитой прав трудовых мигрантов, сообщила о том, что 15 октября вечером ей звонил, как она предполагает, брат одного из этих террористов, и он точно был гражданином Таджикистана. Позвонил парень по мессенджеру АМО, номера нет. Сказал, что его брат сидел в ИК номер 1 Брянской области по части 3 статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и что его сильно били и грозили изнасиловать, если он не подпишет контракт на службу в армии. И брат спрашивал, может подписать и убежать потом по дороге в Украину, рассказывает Чупик. Этот разговор между братьями, по его словам, состоялся 30 сентября. А 15 октября вечером брату, который был на свободе, позвонили и сказали, что его брат убит, потому что он террорист. Я тогда даже и не знала о событиях на полигоне. Я и сейчас не знаю, связаны ли эти события. Я сказала этому человеку уезжать из России и лучше не в Таджикистан, потому что в российской традиции объявлять террористами всех родственников, а в таджикской традиции всех подряд выдавать о России. Вот и вся история. По словам Чупик, адреса электронного сообщения АМО не было. Там был никнейм. Я его сохранила как заключенный вербовка Брянск. Перезвонить мне на него не удалось. Я пыталась утром 16-го, когда узнала о событиях на полигоне и решила, что это скорее всего связано. Когда появился список погибших, я пыталась ему отправить сообщение, но даже оно не ушло, рассказывает Валентина Чупик. Тем временем старший брат 24-летнего Аминзада Таджидина, Фируз, проживающий и работающий в Москве, сообщил, что 17 октября российские власти сообщили ему, что его брат был опознан как один из стрелков. Сейчас меня вызвали в военную прокуратуру. Вчера мне сообщили о случившемся. Как он оказался в Белгороде, мы не знаем. Брат не был террористом, и у него не было таких мыслей. Он обычный мигрант, который хотел работать и строить свою жизнь, сказал Фируз Аминзада. По его словам, 7 месяцев назад брат переехал из родного села на юге Таджикистана в российскую столицу. Эхсана, который работал в московском
русском ресторане в последний раз видели возле станции метро Люблино 10 октября, после чего он на связь не выходил. Брат подчеркнул, что Эхсон не является гражданином России и, следовательно, не подлежит военной мобилизации. Отец Эхсона, Таджидин Аминзада, подтвердил, что его сын умер в России в минувшие выходные, но отказался давать комментарии или сообщать подробности. Один из друзей Эхсона на условиях анонимности сообщили, что у него не было намерений участвовать в войне в Украине. Он хотел заработать денег, вернуться на родину и сыграть свадьбу. Мы все в шоке. В тот вечер он сказал, что встретил каких-то знакомых парней возле станции метро Люблино и вернется домой поздно, но после этого пропал. Мы все искали его и подумали, что он уехал к своим знакомым или вернулся в Таджикистан. Он не был радикально настроен, ничем не отличался от других молодых людей. Если бы он был исламским радикалом, то никогда бы не работал в ресторане, сказал собеседник. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, это клевета на таджикских граждан? И что вообще там произошло? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.